Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как водитель троллейбуса кондуктора в рыцаре посвящал. Он залетел туда вот с этой шпагой большой, говорит, я сейчас Колю буду посвящать в рыцаре. И чем все это обернулось? Покажем, как за один день в Казани дотла сгорели 2 машины. Прямо возле меня бахнуло. И в чем причина возгораний? А также хроника дорожных происшествий. Ты же видел, машина стояла. Поздно. Откуда поздно? Так выбирай скорость-то. Это и не только. Прямо сейчас. Водитель троллейбуса, насильно посвящая кондуктора в рыцаре, нанес ему ранения шеи и руки. Все произошло вечером в ведомственном общежитии на улице Дементьева. Как объяснил случившееся посвящающий и каково состояние несостоявшегося дворянина, расскажет Рамиль Шайдуллин. На проходной я сказала, что Саша бегает со шпагой. Да, рабочий день закончился, и все были дома. В этом общежитии все коллеги, работники столичного электротранспорта. Но все же видеть водителя троллейбуса в таком состоянии было для нее непривычно и удивительно. Это потом женщина догадалась, после принятия им какого-то напитка в мужчине проснулся король и царское великодушие. Атрибут посвящения у него, видимо, был. Заходила на кухню, и Коля был на кухне. Он залетел туда вот с этой шпагой большой, говорит, я сейчас Колю буду посвящать в рыцаре. Решив, что все это не более чем шутка, женщина ушла в магазин. Но шутить мужчина, видимо, не собирался и всерьез собрался присвоить своему коллеге этот почетный дворянский титул. Но то ли посвящаемый не был готов к такому повороту событий, то ли под благородным поступком скрывался злой умысел, то ли дрогнула рука и что-то пошло не так, но несостоявшемуся дворянину пришлось вызывать скорую помощь. У него были ранения руки и шеи. Потерпевшему сначала медики оказали помощь на месте, но затем все же решили его госпитализировать. Известно, что ранения у него неглубокие и жизни мужчины ничего не угрожает. За посвящающим же приехали правоохранительные органы. Впрочем, свою вину мужчина отрицает категорически. Я ни на кого не нападал. А что вообще случилось? У вас Я вообще причем тут депсы и общага. У вас конфликт случился, да, с коллегой? У кого? У вас. Не было никаких конфликтов. Но вы ни на кого не нападали? Нет, конечно, нет. А почему, вот говорят, с саблей выходили? Это наговор. Давно знакомы Нет. вообще с потерпевшим? Что? Ну вот с этим мужчиной. Я его всегда уважал, всегда нормальных отношений были всегда. Задержанного доставили в отдел полиции. На месте осталась работать следственно-оперативная группа. После всех оперативных действий, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 5 человек погибли на пожарах за прошедшие сутки в Татарстане. 63-летний мужчина стал жертвой огня в селе Верхняя Каменка Черемшанского района. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Тело хозяина дома обнаружили при разборе завалов. При пожаре в частном доме в селе Пятидворка в Верхнеуслонском районе погибли 4 человека, в том числе 2 ребенка. В МЧС рассматривают несколько версий причин трагедии. А при возгорании квартиры на улице Спартаковская в Казани женщина, чтобы спасти 2 своих детей, выпрыгнула с ними из окна. Другого выхода у нее не оставалось. Женщина с 2-летним малышом на руках вместе с 9-летней девочкой спрыгнули со 2-го этажа в сугроб. Детей увезли в ДРКБ. Только с начала года на территории республики произошло 176 пожаров. Жертвами огня стали 21 человек. Еще 9 получили травмы. 36 удалось спасти. В МЧС объяснили причину аварии с участием пожарной машины на перекрестке улиц Челюскина и Максимова. Автомобиль столкнулся со светофором и дорожным знаком. Как отметили в ведомстве, в условиях снегопада и гололеда на проезжей части из-за неубранного снега образовалась колея, что и привело к заносу автоцистерны. Убедившись, что пострадавших нет, а дорожные объекты не получили повреждений, пожарные продолжили движение к месту возгорания. В квартире пригорела еда. 2 машины с разницей в несколько часов загорелись сегодня в Казани. Утром на улице Чуйкова во время движения загорелся Рено Логан. В автомобиле было установлено газовое оборудование. А спустя пару часов на проспекте Имашева вспыхнул припаркованный микроавтобус. Айрат Назипов на месте происшествия пытался узнать причины.
Как говорят очевидцы, перед тем, как огонь полностью охватил Рено Логан, они услышали громкий хлопок. Затряслись даже стекла в окнах квартир, расположенных рядом домов. Машина вспыхнула на улице Чуйкова прямо на ходу. Тогда же, по рассказам свидетелей, водитель выбрался из полыхающего автомобиля через окно. Потушить пламя своими силами уже не было возможности. Прямо возле меня бахнуло. В иномарке было установлено газовое оборудование. Возможно, именно его неисправность и стала причиной вспышки газа с последующим пожаром. Вы проводите, знаете, он в больнице, что ли? Да нет, убежал куда-то. Убежал? А с ним все нормально было? Нормально. Газель какая-то горит. А через 5 часов напротив дома номер 43 на проспекте Ямашева загорелся припаркованный микроавтобус «Фиат». Этот автомобиль, так же как и Рено, выгорел дотла. Смотри, что творится, Ямашева-Мусина. В момент возгорания водителя «Фиата» не было в салоне микроавтобуса. Мужчина пришел позднее, когда машина уже была полностью охвачена пламенем. Говорит, что сегодня даже не подходил к своему автомобилю и двигатель не заводил. Что могло стать причиной возгорания, даже не представляет. Вчера ездил. И вот сегодня пришли, уже сгорит, да? Не звонят, машина сгорела. До этого не было проблем с проводкой? Вообще никаких проблем не было. Игрушка была, не машина. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Что стало причиной возгорания в обоих случаях, установят уже пожарные дознаватели. Ясно одно – ни первую, ни вторую машину уже не восстановить. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. На Каме в Набережных Челнах обнаружили насмерть замерзшего рыбака. О том, что на льду без движения лежит пожилой человек, спасателям сообщили очевидцы. Его нашли, документов при нем не оказалось. Но полицейские установили личность. Погибшим оказался 73-летний челнинец. Это было субботу, в 8 часов утром поступило сообщение в ГИДДС, что в районе Тарловки, напротив городского пляжа, обнаружен мужчина. Без признаков жизни, в одежде, предварительно рыбак. 39-летняя женщина, пассажирка «Лады», скончалась на месте. Мужчину, пассажира этой же машины, доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Таковы последствия аварии, которая произошла на Чистопольской трассе у деревни Кармалы. 52-летний водитель «Лады Калина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой «Ладой». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Лада Калина» 81 года рождения скончалась до приезда скорой помощи. Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. Пассажир, который находился в этой машине на переднем сиденье в состоянии комы, был доставлен в больницу. Все пострадавшие ехали в машине, которая выехала на полосу встречного движения. Авария на улице Гагарина спровоцировала жаркие споры между ее участниками. «Тойота» въехала в остановившуюся «Пежо». Впрочем, даже в такой очевидной ситуации водители не смогли прийти к единому мнению о причинах ДТП. Какие аргументы приводили стороны, расскажет Юлия Гоголева. И переезжал водный переход. Тоже так сказал, сбил бы людей, сказал бы, вот тут вот скользко. Даже не серьезно. Куда гонишь? Я не гнал. Столкнувшиеся машины сильно затруднили проезд по этой дороге другим автомобилистам. При этом уехать в центр оформления ДТП и освободить проезжую часть водители не могли. Вины в этой аварии никто не признал. Водитель «Пежо» уверял, что собирался повернуть налево и припарковаться, но сзади его протаранила «Тойота». Я подъехал, поворот не включенный был, машина проехала, я поехал, а этот летит на полном ходу. Вон же, видите, тормозной путь. Он просто не выбрал правильную скорость. Водитель «Тойоты» свою вину признавать тоже не хотел. Говорит, что хозяин впереди едущей машины без причины слишком резко затормозил. Сам он также успел нажать на тормоз, но автомобиль повело на скользкой дороге. Как полагаете, кто виноват в этой ситуации? Зачем он заезжать туда, когда, не знаю, тут налево, не знаю, можно, не можно вообще. Если тут вообще парковочные места, причем там ворота. Вот. Я не рассчитывал то, что он сюда может повернуть, причем так резко остановился. То есть вы считаете обоюдку, что ли, или нет? Или вообще свою вину не признаете? Не признаю. Водитель «Тойоты» продемонстрировал второму участнику ДТП запись с видеорегистратора, посчитав, что тот включил поворотник слишком поздно. Это вызвало жаркий спор между участниками аварии. Практически остановился, и вот только включил поворотник. Ну я же стоял. Ты же видел? Стоял? Ты же видел, машина стояла. Поздно. Откуда поздно? Так выбирай скорость-то. Так я-то ехал меньше 40. Как и ты медленно ехал? Нет, не надо. Я ехал в потоке. Если бы ты ехал медленно, ты бы не врезался. Меня понесло, и все. Вон ты коваляк. Тормозной, посмотри у тебя.
Впрочем, по правилам дорожного движения виновным в ДТП, скорее всего, признают водителя «Тойоты». Причина в несоблюдении дистанции и безопасной скорости на обледенелой дороге. Юлия Гоглева, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.